Более 300 лет они правили государством, которое позже историки назовут Крымское ханство. Монархи из династии Гераев. Кто были эти люди? Как пришли к власти? И какой след оставили после себя? Незаурядные политики, блестящие дипломаты, великие полководцы, талантливые поэты сверкали всеми гранями на крымско-татарском троне. Каждый из них внес свой вклад в самобытную культуру и заложил нетипичные европейским и восточным государствам традиции. История династии Гераев, которая сегодня почти позабыта в мировой истории, это не просто история каждого хана. Это история государства, показанная через призму жизнедеятельности его правителей. Алп-Герай приехал в Бахчисарай в надежде, что наконец его брат хан восстановит справедливость и передаст сан Калги именно ему. Три года назад именно он выразил открытый протест против назначения Адиля Герая и сейчас видел именно себя в роли престолонаследника и тем более уступать это место племяннику не был намерен. Хан попытался возразить, но Алп сумел восстановить против намерений хана бейскую верхушку. На этот раз хану пришлось подчиниться общему решению, и Калгой был объявлен властолюбивый Алп-Герай. Казалось бы, Алп-Герай добился своей цели, но удовлетворение титул Калги ему не принес. Он таил обиду и злость на хана и искал малейшие причины восстановить против него глав 4 родов. Его усилия и интриги были безрезультатны. Еще была жива Валиде Айше Фатьма Султан, которая умело пресекала все попытки Алпа дискредитировать в глазах подданных репутацию Мухаммеда Герая. Мухаммед Герай посчитал, что обидел любимого сына, которому уже был обещан титул Калги и наследника, и специально для него утвердил новый титул – Нур-эд-Дина. Как только хан уладил
все формальности с шейх-уль-Исламом и улемами ханства по поводу нового титула, он снова собрал диван и официально объявил Саадета Гирая вторым наследником на трон. Это был неожиданный удар по самолюбию для Алпа Гирая. Ненависть к брату и его сыну только усилилась. Итак, во второй половине XVI века в ханстве официально был утвержден новый титул – Нуриддин Султан, что буквально означает «свет веры». Предназначался он для второго наследника крымского хана. Эта должность, так же как и колга, всегда оставалась прерогативой только для представителей династии Гираев. Второй наследник трона Нуриддин – титул типичный только для Крымского ханства, так как ни в одном другом государстве Запада и Востока аналогичной должности не существовало. В ханстве это почетное звание называли титул для любимого сына. Второму наследнику полагались годовой оклад с кефинских таможен и соляных промыслов ханства, а также собственная резиденция Качи-Сарай близ села Улахлы, земли и на правах наследного принца жалование из Стамбула. По мнению ориенталиста, историка Вельямина Зернова, титул Нур-эддина был заимствован у Нагаев, у которых он якобы уже существовал и восходил к имени хана Ногайской орды Нур-эддина, младшего сына Этигея. По другой версии, должность приняли в честь имени Аталыка самого Мухаммеда, а после его сына Саадета Гирая Нур-эддина Мурзы. С этих пор титул Нуриддина, как второго наследника на крымский трон, прочно закрепился в иерархии ханства. Итак, в основные обязанности второго наследника отныне входило руководство локальными и малыми судебными учреждениями ханства и контроль над их деятельностью. Не менее важным было его шефство над офицерским корпусом державы Капы-Кулу. Он занимался продвижением высшего и старшего офицерства по службе, а также руководил походным штабом ханского войска. Но Нуриддин и сам командовал корпусом 40 тысяч аскеров, а в отсутствие хана и колги брал на себя руководство армией. Второй наследник, как и колга, имел своего казначея, дефтердара и судью, кади, позже визиря. В мирное время Нуриддин выступал посредником в тяжбах самых знатных беев и мурз, являлся непременным членом ханского дивана. В особых важных случаях он выезжал за рубеж в качестве чрезвычайного посла хана. Двор Нуриддина имел постоянную резиденцию в долине реки Альма близ села Улахлы. Еще один дворец или летняя резиденция принца находилась в Сюрене. С XVIII века главная резиденция Нуриддина уже находилась на реке Булганак. Однако для второго наследника было позволительно постоянно проживать в столичном Бахчисарае, где у него, как и у колги, был свой особняк.
Пожалуй, отсутствие собственного дивана у Нуриддина отличало его от Калги, а в целом носители этого титула имели реальный политический вес и были в некоторых правах уравнены с первыми наследниками и даже правящим ханом. Основной доход Нуриддина составляли городские сборы с Судака и Эски-Кырыма. Как и Калга, Нуриддин имел свою тугру и миндальвидную печать. Имел годовой доход из ханской казны – сальяны, то есть часть государственных таможенных сборов портов Кизлева, Кефеи, Балаклавы в размере 5 юков ахче. Из сальяны Нуриддин по обычаю выделял энную сумму своим приближенным агам и был обязан содержать бедняков в своих владениях. Традицию, заложенную ханом Мухаммедом Гераем, продолжил его брат Гази Герай-хан, также назначив на эту должность одного из своих сыновей. Но если некоторые гераи, носившие титул Калги после смерти или смещения хана, сразу же занимали его место, то из Нуриддинов почти никто не стал ханом. Возможно, за исключением разве что самого Саадета Герая, первого Нуриддина в истории Крымского ханства, которому суждено было править меньше года. Несмотря на то, что планы Мухаммеда Герая были нарушены, он все равно принимает решение принять участие в персидской кампании. Как и было оговорено ранее, командующими армией были назначены Нуриддин Саадет Герай и племянник принца Инагет Герай. На этот раз, летом 1579 года, Мухаммед Герай II все же принимает решение сопроводить сына до Дагестана. В пути он вынужден был пересесть в повозку, специально изготовленную для него, так как верхом продолжать путь было затруднительно. Именно в тот год народ стал называть своего хана Семос, что буквально означает «тучный». Долго оставаться на Кавказе Мухаммед Герай не был намерен. В Бахчисарае оставался ненадежный Калга Алп Герай, который не скрывал, что готов сменить на троне своего брата. Но возвращение хана ускорила другая весть. Его валиде заболела и призывала сына вернуться в Бахчисарай. Передав командование своей армии Саадету Гераю, хан с небольшим отрядом поспешил вернуться домой. Что же касается принцев, то они соединились с османским войском под началом визиря Лала Мустафы Паши. Узнав о прибытии крымских аскеров, шахская ставка, находившаяся на тот момент в Тебризе, решила направить против них войско эмиров во главе с Салманом Мурзой. Но крымцы опередили и нанесли удар по войскам нового правителя Ширвана. На этот раз, благодаря крымским принцам,
персы окончательно потеряли Ширван. И только после этого осенью того же года Саадет и Инаят Гираи вернулись домой. А между тем в Крыму назревал новый конфликт, провокатором которого становится наследник трона Калга. Ради собственной безопасности и сохранения титула Алп-Гирай сближается с влиятельными сановниками в Османской империи. Сам хан не раз предупреждал брата, что дела семейные не должны быть достоянием общественности, что все внутренние противоречия они решат в стенах дворца, а искать поддержку в Стамбуле – это все равно, что принизить статус их древнего рода. Даже примеры из недавней истории семьи не убедили Алпа-Гирая. Калга упорно видел в брате хане не просто соперника, а врага, который при удобном случае готов его устранить. Мухаммед Гирай действительно жил надеждой назвать своим наследником сына, но в его планы не входило устранять брата. А вскоре стало известно о тайной переписке Калги с влиятельными лицами из Топкапы, готовых поспособствовать Алпу-Гираю в фактически государственном перевороте в Крымском ханстве. Хан принял мудрое решение – не распространяться о случившемся, а предложил Алпу на время освободить место Калги и удалиться в один из отдаленных дворцов, чтобы подумать над своим поведением.